Сегодня мы разбираем самые популярные причины, по которым государство может отказать вам в получении гражданства. Мы уже с вами обсуждали ситуацию, по каким причинам государство может отменить выдачу уже на руки турецкого кимлика. А сегодня мы разбираем, по каким причинам государство может отказать вам в получении турецкого гражданства. Я думаю, что разница понятна. Наши адвокаты подготовили 5 самых распространенных причин, по которым иностранным кандидатам отказывает турецкое государство. Итак, первая причина. Кандидат находится в Турции по туристическому виду на жительство и, соответственно, на этом основании подает на гражданство. Дело в том, что одним из главных оснований для получения турецкого гражданства является намерение обосноваться и проживать в Турции на постоянной основе. Это намерение необходимо подтвердить какими-то факторами, естественно. Например, наличие недвижимости, или брак с турецким гражданином, или наличие детей от гражданина Турции, или получение высшего образования на территории Турции, наличие постоянной работы или бизнеса. Сам по себе туристический вид на жительство, из названия понятно, да, что он не дает оснований, не показывает то, что человек хочет обосноваться в Турции, а показывает то, что человек хочет путешествовать по Турции. Поэтому на практике таким кандидатам отказывают. И аналогично иностранные граждане, которые находились в Турции в качестве беженцев, также они получат отказ в турецком гражданстве. Второе. Если речь у нас идет о гражданстве по замужеству, то здесь, если супруги расторгли брак или один из супругов подал на развод до того момента, как будет рассмотрена заявка, то чаще всего на практике служба по делам населения и гражданства также откажет такому кандидату. Дело в том, что вопрос здесь с юридической точки зрения очень-очень спорный. В нормативных актах, так же как и в законодательстве, говорится лишь о том, что на момент подачи заявки на гражданство кандидат должен быть в браке 3 года и должен быть у него на этот момент настоящий брак. Но ничего не говорится о том, что кандидат должен пребывать в браке во время рассмотрения заявки. Однако, как я уже сказала, на практике служба по делам населения и гражданства именно требует наличия брака, действительного брака. Есть такая ситуация, когда супруг, например, для того, чтобы навредить жене и помешать в получении турецкого гражданства, вот именно подает на развод и оповещает сразу же об этом службу по делам населения и гражданства. И в таком случае можно оспорить отказ в гражданстве. Важно, на каком этапе был заведен бракоразводный процесс. Третье. Супруги не проживают совместно. Мы уже общались о том, что каждая заявка на гражданство проходит этап проверки в службе безопасности. И вот если сотрудники службы безопасности установили, что супруги совместно не проживают, то, конечно, скорее всего, будет отказ в гражданстве. Если вы считаете, что это несправедливо, то можно будет тоже подать на апелляцию, предоставив доказательства, что вы совместно проживаете и с вашим браком все в порядке. Дальше. Если у кандидата выявлена судимость или в ситуации заявки на гражданство по браку, если у турецкого супруга выявлена судимость, тоже важно, на практике отказывают в гражданстве. Но
не каждый вид судимости является веским основанием для отказа. И наши адвокаты считают, что здесь есть тоже шанс оспорить отказ на этом основании. Идем дальше. Женщина-кандидат на гражданство в прошлом была замечена в занятии проституцией или в содействии, посредничестве данному занятию. Здесь также важно, как давно было совершено это преступление. Важно, была ли замечена женщина повторно в таких ситуациях уже после заключения брака с турецким гражданином. И также есть шанс оспорить отказ в гражданстве по этому поводу. Как вы видите, все очень индивидуально. Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно. Если вы получили отказ в гражданстве, то у вас есть 60 дней для того, чтобы подать на апелляцию, если вы считаете, что это несправедливо и вы на самом деле соответствуете всем условиям. Поэтому, если вы оказались в такой ситуации, пишите нам в комментариях, и мы попробуем вам помочь разобраться. Я надеюсь, что эта информация принесла вам пользу сегодня. И если это так, то ставьте лайки. Увидимся с вами в следующих видео.